Из очереди за билетами на теплоходы люди не расходятся даже ночью. Речной транспорт сейчас единственная связь жителей Алекминского района, что на юго-западе Якутии, с внешним миром. Последнюю неделю на маршруте работают дополнительные быстроходные катера «Ракета». Но даже они не справляются с потоком пассажиров. Вчера по-человечески подходили, 2 ракеты приехали. И подходили к капитанам этим, попросили. Так и так, вот малочисленная народность, вот кендигирский национальный наслед, студентов много, вот помогите, пожалуйста, вот детям приобрести билеты или на досадку. Они сказали, таких очень много. Транспортный коллапс начался 17 августа, когда в район пришли дожди. За 10 дней здесь выпала 2-месячная норма осадков. Размокла грунтовая взлетно-посадочная полоса. На этих кадрах видно, как работники аэропорта буксируют самолет. Он оставляет за собой глубокую борозду в грязи. На сегодняшний день задержано больше 10 рейсов в столицу региона Якутск и в соседний Иркутск. Число людей, оказавшихся в заложниках непогоды, перевалило за 100. Пассажирам приходится менять логистику. Мы поставили дополнительный рейс с 26 на 27 число. Иркутск, Иркутск. И пассажирам предлагали при случае их заинтересованности вылететь данным рейсом. Значит, из находящихся на прошлой неделе там порядка 90 человек, 30 человек воспользовались данной возможностью. И прилетели в Якутск с тем, чтобы далее переехать речным транспортом. Всем обратившимся пассажирам в соответствии с авиационными правилами предоставлено проживание и 3-разовое питание. Специалисты аэропорта ждут погоды, чтобы приступить к работе. При отсутствии дождливой погоды в ближайшие дни планируется произвести работы по укатке спецтехникой взлетно-посадочной полосы. Как сообщают в региональном Минтрансе, авиабилеты, купленные на рейсы с посадкой в аэропорту Алекминска, можно вернуть в кассах по месту приобретения, без удержания. Главное – поставить отметку о задержке по метеоусловиям у представителей авиакомпаний. Авиаторы готовы в любой момент, как только позволит погода, вылететь в Алекминск. По их данным, такая возможность может появиться уже завтра. И тогда будут организованы сразу 3 рейса, соединяющие Якутск, Алекминск и Иркутск, которые позволят разрядить сложившуюся ситуацию. Дмитрий Макаров, Владимир Суздалов, Александр Томский, Александр Князев. Вести. Якутия.